Добрый день, уважаемые туркменистанцы. Добрый день, туркмены мира, а также гости. Начнем с того, наверное, что представлюсь. Я Хадыров Какамурат, один из основателей демократического выбора Туркменистана. Это народное движение. Вот. Как всегда, обзор за неделю. Дело в том, что у нас много, наверное, зрителей придут новые. Они, наверное, не в курсе, что происходит в Туркменистане. Давайте начнем с того, что обрисуем положение, что происходит в Туркменистане. Как многие, наверное, не знают, что Туркменистан диктаторская страна. После развала Советского Союза мы так и не получили свободу, потому что предыдущий президент узурпировал власть с кучкой помощников и создал диктаторское государство. А потом, когда расчистил поляну, привел к власти, вернее, а когда расчистилась поляна, к власти пришла, захватила, так скажем, путем воровства, это группа Бердымухамедова, клан Бердымухамедова, а также за ним стоящие люди Жадан и Храмов. Вот он начал с того, что начал с воровства. Власть своровал наши выборы, совершил преступление, отправил Авизгильда Атаевича Атаева в тюрьму. Не только его, но и его супругу также. Ну и в целом 2-3 раза сфальсифицировал выборы, то есть опять своровал. Кроме этого, он за время его правления нелегитимного, за 13 лет, 13 лет сейчас получается, страна дошла до того уровня, что у нас нету ни хлеба в достаточном количестве, ни денег, ничего абсолютно. То есть воровал всегда, и он и не переставал. Это положение вещей устраивало, скажем, теперь я перейду к той интриге, которую я вчера в своем эфире сказал. Это положение вещей устраивало всех, все супердержавы. На Западе Соединенные Штаты Америки, потому что этого глупца можно было просто простачка обмануть. Им, соответственно, под боком нужна была логистика в Афганистан, поэтому их это устраивало. Точно так же это устраивало Россию, потому что у него таких сильных амбиций не было. У него была амбиция только своровать деньги, то, что оставил после себя Ниязов. Вот. И таких, доставку среднеазиатского газа, вот именно туркменского газа, Европы у него не было. Его отвлекали, то в Китае ветку строили, то в китайцы его обули, извините за выражение, что так я выражаюсь, обманули. То сейчас Афганистан, Пакистан, Индия в этом направлении. Но просто он одно не понимает. Он даже понимает, просто что у него нет ни сильной армии, ни сильной внешнеэкономического, ни сильного министра иностранных дел. А у него есть одно понятие, что на больших стройках можно своровать огромное количество денег. Пример тому, вот Азиатский банк развития и реконструкции выделил, по-моему, на технико-экономическое обоснование около 700 миллионов или 800 миллионов долларов. Они с этим Якшигельдом Гагаевым, который покойников, вместе все это освоили, а ВОЗы и ныне там. Кроме того, с туркменского бюджета, по-моему, тоже было потрачено деньги на строительство газопровода ТАПИ. Вы представляете, такое положение дел устраивало всех. У туркмен не было амбиций. Она бы и дальше бы шло, если только у него головная боль была, что народ стал непокорным. Народ бы и дальше был нормально бы относился покорным, если у него последние не отобрали бы. Просто из-за как вам сказать, людишки, которых он привел во власть, а он привел во власть тех же самых своего уровня, еще пониже ментальности. То есть умнее его людей не должны были существовать. Как я говорил, чабаны, они привыкли, что воровать от хозяина. Говорит, что хозяину, в общем, падеж скота был, там волки съели баранов. И тем самым увеличили свое, так бы сказать, свое собственное поголовье. Точно так же, представьте, чабана поставили руководить предприятием. Он занят только тем,
тем, что воровать. Ему не интересует, что там будет с этим предприятием. Предприятие должно существовать, не существовать. Ему что есть, там есть все активы, ему надо продать. Вот так он все государство поставил таких людей, которые все продавали, наворовались. Точно так же он сам сверху воровал, когда сидел. Но случилось то, что в мировой карте появляется человек амбициозный, который планомерно, методично выстраивает свою политику, который хочет возвратить былую славу своей страны, стать игроком, супердержавой, и который методично выстраивает отношения с всеми туркоязычными странами. Это пример Турции, я имею в виду, Реджеп Таyyip Эрдоган. Он наращивает свои силы, вооруженные силы, экономику. Но и пример Карабахской войны показал, что вооружение Турции ничем не хуже российского вооружения. Мало того, пресловутые Искандеры по сравнению с Байрактарами потерпели такое крушение, что мы сами не знаем. И когда говорят некоторые обозреватели, военные обозреватели, что за полгода, год не обслуживались эти Искандеры, это просто сказки. Понимаете, Искандер – это прошлый век, а Байрактар – это 21 век. Поэтому это уже наводит на мысль. Соответственно, Турции нужны ресурсы, чтобы стать супердержавой, потому что, вы знаете, по истории, вот даже пример Германии возьмем, когда она свой военно-экономический потенциал наращивал, у него не хватало ни ресурсов, ничего. Также потихонечку они оккупировали Судетскую область, с Чехией, потихонечку они оккупировали Бельгию, европейские страны, захватили Польшу, и все натуральные ресурсы они полностью поставили на поток обслуживания Третьего рейха, или Второго рейха, простите, я не помню. Вот. А тут для Турции не нужно, понимаете, чтобы захватывать что-то. Есть туркоязычные страны. Была империя османская, которая простиралась на большом количественном пространстве. И надо просто найти общие интересы. И надо найти определенного человека-проводника, чтобы вовлечь другие страны в этот союз. Соответственно, они нашли в лице этого Рашида Миредова, а этот простачок Бердымухамедов, сам того не зная, что подписал все это, наверное, и попал в ловушку. Вот тут он находит, понимаете, двух уже противников, не то что противников, которые недовольны игроками, потому что карта мира уже перекроена. Никому не нужен ни Соединенным Штатам Америки, ни Российской Федерации, ни другим супердержавам. Потому что усиление одной страны – это чревато перекраиванием мировой карты. И тут положение Бердымухамедова скоро, наверное, покажет, эти действия этих стран покажет, наверное. Хоть он и говорит, мы продолжаем, развиваем лазурный ляпис или ляпис лазурный, лазурный лазули или ляпис лазули, что-то коридор. Но других же это не будет устраивать на том определенном пространстве. Например, Россия не привыкла, чтобы у нее в заднем дворе кто-то командовал. Поэтому такие возникли очаги, как Донбасс, Луганск. И если мы возьмем Грузию, там тоже еще неразрешенные проблемы с Абхазией, Южной Осетией. Так что вот так. И я думаю, если этот Бердымухамедов будет умнее, он уже не умный, и мы ожидаем что-то другое, наверное, в ближайшее время. Кроме того, ему действительно головную боль доставляет пассионарно настроенные люди в Туркмении, которые уже не удовлетворены экономическими, послаблениями. Они уже требуют политических, изменений, потому что существующая ситуация в стране никого не устраивает. Абсолютно. И мы, как говорили, ДВТ, аналитического отдела ДВТ показывал,
что в Туркмении начнутся перебои со всем продовольствием, технологические катаклизмы могут быть, мы сказали, что показывало, что перебой со светом. Вот вчера в Ашхабаде, например, 4 часа не было воды, света не было. Понимаете, уже в центральной столице. Это, кроме того, соответственно, если технологические катаклизмы может привести к социальным катаклизмам, это именно вот начали себя поджигать люди, кончать суицидом, начали пить уксус. Не из-за того, что мы сыто живем, а из-за того, что действительно все это обстановка давит людей. Это еще усиливается тем, что нехватка продовольствия. У людей же дети есть. Они не могут прокормить, взрослые люди, и они, естественно, впадают в депрессию. И вот представляете, жить 13, ну не 13, 29 лет в таком под прессингом, а я до этого говорил, что в Туркменистане впервые испытали на все население нейролингвистическое программирование, начиная от средств массовой информации, кончая телевидением и на работе, и во всех структурах. Вот откройте ящик телевидения, этот монотонный голос, он как бы промывает вам мозги. Вот послушайте того же диктора Ватана. Понимаете, мне приходится раз 10-15 раз останавливать, перематывать и прослушивать, чтобы понять суть, что он хочет сказать. Кроме того, они до того промыли мозги, и люди это принимают как данность, что только президент может говорить, и то он, понимаете, когда захочет говорить, а остальных министров голосов мы не слышим. Соответственно, как мы можем вынести свое решение, компетентны ли они или нет? Но за те 29 лет у людей просто отбили, как бы сказать, не тоже заинтересован, желание спрашивать у правительства, а сколько приходит денег от проданного газа? Куда тратятся эти деньги? Где прозрачность? Меджлис у нас собирается раз в 4 в году. То есть они махом собираются за какие-то 5 дней или сколько, 10 дней, они кучу законодательств, законов принимают, которые буквально подмахивают подписям, все за, все, дальше. А такого нет такого, понимаете, обсудить законодательство, прения, чтобы были за и против, какие-то там дополнительные мнения, какие-то рекомендации. Этого нету в Туркменистане. Ну и вот результат таков. Они дошли до того, вот этот беспредел, в буквальном слове можно так сказать, вот на блатном языке, беспредел. Они довели до того, что сотрудники органов, которые находятся в Туркменистане, себя почувствовали небожителями по отношению к другим гражданам. Хотя они прекрасно должны понимать, у них нет мысли даже, что благодаря этим гражданам они существуют, потому что если граждан не будет государства. Граждане просто Туркменистана, некоторые 2 области, просто наши решения нашлись, уезжать в другие страны и зарабатывать деньги. Но мало, и это им мало показалось тем, которые сидят у власти. Они решили, чтобы они приезжали, обменивали паспорта и над ними измывались. С них просто, что они за сколько, 5 лет, 4 года собрали, они просто махом поднимали цены за свои услуги, соответственно, тому количеству денег, которые они заработали в зарубежных странах. То есть получается то, что люди, которые зарабатывали за рубежом, ну так, в той же Турции, это получается работа ради работы. Но сейчас кризис. И кризис показал, что и в Турции не так уж положение хорошо обстоят. Многие погибают, умирают, потому что они без медицинской страховки. Элементарно может аппендицит привести к смертельному случаю. Соответственно, народ начал бастовать. И я вам хочу сказать, что в Туркмении в ближайшее время будут возникнуть такие головные боли. И я думаю, союзникам туркменских граждан, если это правда, что Бердымухамедов там в эту игру вклинился, то есть его втянули, то он заимел 2, так скажем, больших, огромных, влиятельных врагов, понимаете, которым не нужно, чтобы карта мира перекраивалась. А почему Бердымухамедов заимел этих врагов? Все прекрасно знают, что Туркменистан богато
Это 4-е место в мире по количеству газа. И этот газ как бы резервы сохранит. Никто не может его вытащить. И этот лишний дешевый газ Турции очень мог помочь, понимаете, развить их просто экономический потенциал. А если они еще, как они умеют делать, просто этого простачка обманут, и он государственно вынуждено будет платить и продавать за мизерную цену. Так что вот такие дела. Вот. Теперь давайте перейдем к вопросу. Я еще раз вам говорю, у меня эфир будет ровно час, не больше, потому что больше часа уже будет это как-то неинтересно. Давайте я с самого начала начну к вопросам. Вот, Джон Вик пишет, почему власти не могут лишить гражданства активистов? Вопрос интересный, Джон Вик, я просто удивляюсь. Ну, если вы... А потому что есть закон. Согласно закону, люди должны отказываться от своего гражданства, а никто не собирается отказываться. Понимаете? А он самостоятельно не может лишить гражданства. Вот так. Так. Опять Джон Вик. На мой взгляд, пока есть резервы газа, нефти, диктаторство никогда не уйдет. Возможен и такой вариант, Джон Вик. Если вы лелеете надежду, что при этом режиме вы хорошо себя чувствуете, возможен и такой вариант. Но пассионарность людей толкает к тому, что невозможно представить, понимаете, в один миг может все измениться. Мы же не знали, вот, что произойдет в такой мире ковид. Понимаете, болезнь такая. Вот если бы ковида не было, Туркменистан бы продолжал по тем лекалам жить, что они написали. Вы представляете, Ватан программа – это написанная программа, которая как смонтажирована. Но ковид внес, так сказать, изменения, они должны были как-то скорректировать свой монтаж с какими-то другими выступлениями, понимаете? А так, вы правы, в Туркмении диктаторство, она и существует. Все как положено, все это пойдет по рельсам. Учителя пишут, живут по тем конспектам, которые еще в советские времена написали, еще учителя советских времен, которые им оставили. Никаких изменений нету. Так что вот. Так. Добрый день, пишут. Фанна Надира Салам. Так. Байрамов, я ошиб гурляп, я данокма. Нет, не устал. Это, кстати, на русском языке, почему? Потому что это рассчитано на русскоязычную аудиторию. И многие международные организации хотят слушать, поэтому делаю раз в неделю на русском языке. Так. Türkmenistan Dışarı İşleri Ministri Türkmenistan'a bardı. Türkiye'nin Dışarı İşleri Ministri Türkiye'den Türkmenlere bağırdı. Gürleşti mi? Хасан Касымов спрашивает, что министр иностранных дел Мехмед Чавушоглу ездил в Туркменистан и провел переговоры в Туркмении с президентом Гурбангулы Бердымухамедов. И интересуется, разговаривал ли о судьбе туркменистанцев за рубежом. Я скажу нет, потому что если президент своей страны не уважает своих граждан и не поднимает этот вопрос, то другие тоже не поднимут. Мы все с Туркмении уехали. Я до этого говорил, 3-е или 4-е мое самое начальное видео, нет, даже 5-е или 6-е я сказал, когда я одному, так сказать, человечку, который любит ярко одеваться, вообще у туркмен там как бы в этой тусовке нашей политической есть двое человечек, которые ярко любят одеваться. Так вот, одному я говорил, который в желтом костюме, я говорю, мы все смолодушничали, но если мы дома не добились авторитета, как мы собираемся в чужом доме добиться авторитета? Понимаете? Biz hiç kaçan öz öyümüzde Türkmenistan'da avre kazanmadık olsa başka öye gelip ne yapıp avre kazanacak oluruz.
Bu söz meniki däl, Serdar Durduliyev aýtdy. Men hormat goýan oglanym Türkçede. Ýaş oglar, ýaş politik näme diýen da, politika goşuljak oglaryň biri. Men size şöyle cevap verdim. Hasan Kısımov. Так. Сурай пишет, Кокош наркош. Почему наркош? Сам удивляюсь. А почему Кокош? Тоже удивляюсь. Ладно. Так. Надя Ахмедова пишет, başka ülkelerde devlet iş yerlerini yakıp, yıkıp, yumurup zabastovka edýärler. Howa Nadya Ahmedova, howa Türk'te şöyle zabastovka zad edildi. Howa zabastovka diye realda miting oldu, protest oldu, şöyle şesti oldu. Ýöne biz seyretsem, beýle bu zatlar bir zat netije getirmedi. Ütgeşe getirmedi. Şoň üçin döwlete gaýta bizim aktivistimiz düştü, şo wagtyň aktivisti Dursultan Taganowa. Biz gaýta şo daýda 3,5 aýa çekildik ize. Şo wagtda 3,5 aý biz görüşsek Türkmenistanyň içinde başga netijelerem gelerdi da, rezultatlar bolardy. Ýöne o bolja iş boldy, muňa iş sat diýip bolanak. Şondan soň biz вообще öz strategiýamyzy ütgetdik. Türkmenistanyň içinde мы решили бороться в самом Туркменистане, наращивать количество активистов в Туркменистане, наращивать акции, хотя бы тренировать, говорить. И у нас это получается. У нас это реально получается. Почему? Потому что вот элементарное усиление границы с Ташаускской области, я имею в виду границы с Казахстаном и с Узбекистаном, это о чем-то говорит, понимаете, что Бердымухамедов боится. Кроме того, они поставили у Сулеймана дома, вы знаете прекрасно, кто такой Сулейман, Сулейман Турсунбаев, 14-летний наш гражданин, наш земляк, которого убили умышленно, просто умышленно убили. И это возмутило не только туркменистанцев, это возмутило весь мир. И это, как бы, понимаете, туркменский президент испугался. Мало того, они сделали разные там провокации. Ну, не провокации, я скажу, там разные тематику, чтобы отвлечь от этой темы. Разные выходки делать начали. Поэтому, на это же мы не должны обращать внимание. Мы должны усиленно, мощно идти вперед. Идти вперед и говорить, что это несправедливо. Там нарушаются базовые права туркменистанцев, а именно право на жизнь. У этого 14-летнего мальчика было право на жизнь. Они его отняли у него, родственники этого президента, и он ничего не делает, чтобы наказать их. Вот так. Так. А из простых граждан Туркменистана есть недоброжелатели ДВТ. Ну, смотрите, это политика. Это точно так же, как мы, сообщество людей. Кому-то нравится человек, кому-то нравится, как Мурат Хадыров, как он говорит, кому-то не нравится. Но люди должны, мы же гомо сапиенс, мы люди разумные, мы должны доводами показывать, своими убеждениями, то есть констатацией фактов, мы должны показывать, что человек не прав. А если этого не происходит, то просто, понимаете, идет наговор. Вот. Также Надя Ахмедова пишет, биrbirimizi görüpçülük etmeyen ağzı bir olalım. Да, мы за, чтобы мы объединялись и этот... Так. Какомурат, это Алексей Ивет, по-моему. Аксел Ивет. Какомурат, скажите про министра Эрешев Батыр Наркулыевич, который повесился. Его похоронили в новостях, сказали в Узбекистане. Но я лично был на похоронах, и его похоронили в Гарашызлык-Терапии, его повесили. Честное слово, не знаю про Эрешева.
честное слово. Это был вице-премьер, что ли, вы говорите, Эрешев такой был, Батыр Наколович? Да, в отношении, был какой-то вице-премьер, да, Слебаба. И в отношении его сына возбудили какое-то уголовное дело, что-то там такое было такое. И он повесился. Вот так, мне вот так пришли новости тогда, если честно сказать. Вот Венус мне пишет, как и когда намерен создать переворот. Есть решение конкретное. Мы, во-первых, не собираемся переворот делать. Мы хотим мирно взять власть в свои руки. Но я еще раз говорю, мирно, но это все зависит от людей, потому что Бердымухамедов перешел ту черту с его племянниками и родственниками. Я думаю, народ-то не успокоится, пока не увидит кровь. А мы бы это не хотели, я вам честно говорю. Но у Бердымухамедова есть решение. Есть решение одно единственное. Но он его просто категорически не принимает. То есть в этом вопросе, если ДВТ примет участие, то он, по крайней мере, бы остался жив. Да, он бы стал бы отвечать за свои действия, то, что он натворил. Но опять-таки это была, вы понимаете, та же тюрьма европейского стандарта. Вот так. Министр иностранных дел Узбекистана дал пинок клоуну. Возможно, я не в курсе. Угу. Так. Сейчас, секунду, я вопросы. Все узбеки плюют на бердышку. Ох, не только все узбеки плюют на бердышку, весь мир плюется на бердышку, понимаете? В одном из видео я сказал, вот всю славу, которую туркмены веками зарабатывали, которые строили государства в других странах, там наши спортсмены, которые завоевывали олимпийские награды, там ученые, которые достигли определенных вершин, они прославляли прежде всего Туркменистан. Этот Бердымухамедов просто авторитет туркмен извалял в канализации. Понимаете? Поэтому о чем говорит? Нам придется годы, чтобы как-то это все восстанавливать. Вот. Прежде всего надо будет восстанавливать страну, потому что в стране, я вам честно говорю, вот просто вот катком пройдись, будет здание, будет все, инфраструктура, но не будет персонала, не будет работы, потому что персонала нет, кадров нет. Там, если какая-то определенная технологическая цепочка должна быть, которая производство движет, то, я думаю, в этой определенной цепочке, наверное, 3-4 важных звена не будет. Поэтому там надо будет работать и работать и работать. Вот. Надя Ахмедова опять пишет. Ölümüz adaleti kazanıp olmaz Haramoğlu kurcak edeni etti. Sessiz kalmalı. Да, не надо оставлять это все. Doğru деңіз, Надя Ахмедова. Сессиз қалмайлы. Мы должны проявить протест, действительно проявлять. Мы должны возмущаться, показывать своим возмущением, что мы недовольны, что это происходит в нашей стране. Потому что если когда мы возмущаемся, это есть, что гражданское общество какое-то зарождается у нас в Туркменистане. Это есть, что в Туркмении есть жизнь. А если мы не возмущаемся, то это мертвое общество. Так. Интересный вопрос. А Реджеп Ахмедов, не знаю, почитаю вопрос. Реджеп Ахмедов пишет, как Амурат Гурбанович, в чем причина разъединенности оппозиции Туркменистана? Вот смотрите, прежде всего я считаю, что разъединенность оппозиции у нас в Туркменистане это вследствие того, что 29 лет у нас не было нормального образования. Вот. Это прежде всего. Кроме того, за эти 29 лет мы настолько, у нас создали такую атмосферу в Туркменистане, что сосед соседа терпеть не мог, понимаете, родственник родственника терпеть не мог. Какое-то зародили в самом обществе, в туркменском обществе, вот эту разъединенность. И она постепенно перешла даже в среду оппозиции. Как-то меня один человек спрашивал, опять к нему возвращаясь, человек в желтом пиджаке, он говорит, почему мы не можем, когда я с ним еще нормально общался,
Почему мы не можем сесть за стол переговоров вот все вместе? А я тогда ему сказал, когда вы перестанете работать на своих работодателей, ты на холодного соседа, скажем, а другие на западного соседа. Ну, вы сами должны догадаться, кого я имел в виду. И когда сядете и думать будете о Туркменистане, что это ваша земля, что вы там можете проявиться, вот тогда вы можете сесть за стол. Понимаете? А люди, конечно, они разъединяются, потому что они служат разным интересам, потому что привыкли получать удовольствие у разных, как сказать, господ, когда у них не хватает, что ли, интеллекта зарабатывать все у нас в Туркменистане. Туркменистан с таким запасами, с такими природными ресурсами, с таким географическим расположением, понимаете, он не хуже, чем Дубай будет. Поверьте, просто нужен эффективный менеджмент. Эффективный менеджмент – это значит хороший управляющий. И, соответственно, хорошие маркетологи должны быть в Туркменистане. Понимаете? Хорошее налоговое законодательство. Полностью законодательство надо будет изменять. Как-то на прошлом эфире мне сделали замечание, кто-то мне написал, как Мурат, бороться с коррупцией – это не значит, что сажать людей, а надо бороться с коррупцией. И я полностью согласен. Надо просто бороться с коррупцией. Вот так. И тогда мне еще задали вопрос, ты не ответил на мой вопрос, вот те люди, которые в тюрьме работают этими персоналом, которые нарушили закон, что с ними будет произойдет? Ребята, если они совершили преступление, все равны перед законом. Если мы будем ставить закон во главу угла, то не будет протекционизма, то не будет лоббирования. Закон, если будет работать, как в нормальных странах, ничего у нас такого коррупционности не произойдет, и страна будет развиваться. Вот это я хочу вам сказать. Так, я надеюсь, Реджеп, я ответил на ваш вопрос. Так, Борс Венус пишет, мирным путем мы навряд ли чего-то добьемся, или это затянется очень надолго. Вы знаете, я бы не хотел, чтобы в Туркмении пролилась бы кровь. Кровь, честно, как приходят люди к власти, так и уходят. А если это мирным путем произойдет, то есть это произойдет то, что общество уже готово тем демократическим преобразованиям. И когда будет многопартийность, многие разные движения будут участвовать, они в честной борьбе будут бороться в дискуссиях. В дискуссиях я имею в виду бороться. Тут тогда, понимаете, у нас страна заживет. Заживет, поверьте мне. Узбекская власть поддерживает Бердышку. Вы знаете, любая власть за пределами Туркменистана поддерживает существующую власть, хотя он нелегитимен. И если мы докажем, что он нелегитимен, никакие соседи его не будут поддерживать. Просто народ должен стать. Я вам еще раз до этого сказал. Всех все устраивало, только народ не устраивал. Но сейчас он заимел двух влиятельных врагов. И в любом случае на это народ Туркменистана не должен надеяться. На Бога надейся, но сам не плашай, говорят. Самим надо двигаться. Если народ станет Туркменистаном, если народ потребует власть в свои руки, то все с этим согласятся за пределами Туркменистана. Какие бы игры ни происходили, какие бы силы у них не имелось бы, они просто будут считаться с мнением народа. Так, Туркмен Ага, в Ташкенте парк Ашхабад хотят переименовать. Это их дело, собственно, что это чужая страна, другая страна, там что хотят, то и будут делать, понимаете. Это решение властей. Никто никому не может навязывать, с одной стороны, мнение свое, мнение на другую страну. Курман Мередов. Тұтылын ырас арада нәмі айтып білерсіңіз. Курман Мередов. Шу соғырға мен дейсім келін ақты. Честно. Yönümen уже bir çıkış ettim oraz arada. Yönümen on näli adamdığını bilmedim. Öngürleşik görün adam derdi. Ot yakında iksan videosunu nemettim. Men уже o arada полностью не майден. Картина мне ясно стала.
Я просто удивляюсь, как он мог в России учиться на 2-3 курсе, если он русским языком не владеет хорошо. Как он мог? Но, во-вторых, я считаю, что он стал пешкой в игре людей. Время это покажет. Но я об этом намекнул же. Я в свое время өзім 2019-да şöyle жағдайда болдым. Önüme өзім çıkardım жағдай. Şöyle жағдайда. Так что вот такие дела. Надира, я из Узбекистана. Конечно, люди открыто критикуют президента Туркменистана не могут. Но каково рейтинг президента внутри страны? Вообще есть ли вера ему? Надира, вот честно скажу, месяцев 8 тому назад на него смотрели как на Бога. Просто внушили люди. Вот когда мы с ДВТ решили просто, с Мурат Клычевичем Курбановым и активистами ДВТ, решили работать на Туркменистан, вот мы просто произвели переворот в мозгах людей Туркменистана. Сейчас в каждом доме плюются на него. Поймите. Плюются. Потому что мы показываем. Они даже программу «Ватан», вот действующую, надо 9-часовую программу новостей должны смотреть, да, везде, во всех странах. Они не смотрят. Они смотрят наши выступления, ждут, потому что мы им рассказываем, как на самом деле все происходит. Как он узурпировал все это. А сейчас пришел к тому тупику, вот последняя программа «Ватан» показывает, если нужны кадры, находите вы. Вот там уже министр сельского хозяйства говорит. Если грамотных людей, привлекайте из других стран. А что до этого? Что ты делал? Почему не взращивал своих собственных кадров? Потому что он не занимался страной. И он понимает, что в каждой семье, вот каждая семья его ненавидит. И он как бы пытается идти на какие-то либеральные методы, что мы можем сказать. Но это уже не, я вам сказал, но это уже не пойдет. Если я до этого говорил, что люди требовали какие-то экономические изменения, преобразования, сейчас требуют политические преобразования. Хоть и он сейчас проводит там выборы Меджлиса, назначает это все, но люди же видят. Просто чашечка терпения, она уже наполнилась. 1-2 капли нужны. Какое-то зажигание будет. И все. Мало того, я вам еще больше скажу. Понимаете, уже со стороны силовиков, даже вот до этого говорили МВД, военные, сейчас уже в МХМ, понимаете, есть люди недовольны. А почему? Я вам просто скажу. Пример. До этого выделили эти квартиры элитные, так сказать, элитные так говорят, но просто улучшенной планировки людям из этих структур. Они вышли на пенсию. Теперь сестра этого нелегитимного президента, она такая, как бы сказать, слаба напередок, Миссалина такая, которая 4 любовников одновременно содержит. Вот представляете, дойти до такой низости, и это президент знает, что сестра такая. И вот, и один из этих, как бы, друзей, ее, скажем, это Гульнабад, на сотрудников, бывших сотрудников Министерства национальной безопасности давит. Мало того, давит через их же коллег, которые сейчас у власти. То есть эта реакция у своих же коллег, они же видят, что они тоже на пенсию идут, и с ними тоже такое может произойти. Понимаете? Это идет реакция такая, которая вот отталкивающая реакция. Соответственно, им нужны демократические преобразования, им нужна стабильность. Стабильность в завтрашнем дне. Они не видят в этом, так сказать, руководителе государства нелегитимного и его семейки стабильности. Поэтому они взорвутся. И они нам помогают, мало того. Они потенциальные члены демократического выбора Туркменистана. Так. Навряд ли народ восстанет за права свои. Это нужны голоса все как один, а этого не будет. Это Борис Вернус говорит. Вы знаете, мы много тоже в разных странах, опыт разных стран показывали, что народ не станет, понимаете? Ну, какая-то спичка, какой-то человек просто может показать, что это нельзя терпеть. И точно так же у нас в Туркменистане это произойдет.
поверьте. Вот я в это верю. Вы скептик, наверное, а я оптимист. Поэтому будем смотреть, как кто-то сказал. Так. Türkmen программалы хабарлары көрген адам yok. Харамудың клоун. Çıktı реклам öldü. Да, Надя Ахметова, вы правы. Так. Сердар Момоев пишет. Салам, Қақымрада. Сізі бір сорық дәулетін қозғалан юла деме. Soruңuz düşünmedim Serdar Момоев. Тәзін yazaysanız da хайш size. Так, Туркмена. За убийство Сулеймана хотят переименовать парк Ашхабад имени Сулейман Турсунбаеву. Отлично было бы. Отлично. Знаете, это нормально, это отлично. Я бы сам приветствовал бы. Так. Что вы, Надира, спрашиваете? Откуда такая информация? Вот. Я так понял, вопросов у вас нет уже. Давайте наверх пройду, может, некоторые вопросы я пропустил. Kalmaykan Zegamar'da halk ayağa kaldı deyip eşittim hazır. Welcome. Marin halkı, Edermen halk. Yani ağzı bir olup hemme yerde kalsa öğrenim qovu olardı şunun için. Ne mi diyeyim? Так, а из простых граждан Туркменистана есть недоброжелатели ДВТ? Я уже, по-моему, отвечал, Надира, на этот вопрос. Вот так. Недоброжелателей везде хватает. Вот. Ну все, вопросов нет, наверное. Я, наверное, закончу эфир. Нет, еще вопросы есть, оказывается. Так, Перхат и Клым. Так, Роза Курамбая пишет. Как вы смотрите на возобновление расстрела? Вы знаете, все в руках Бога. Расстреливать людей у нас туркменистанцев не такое большое количество. Может, надо все-таки перевоспитывать людей. Они же все-таки придут пертово, поэтому я против. Это лично я как частный человек говорю, да? Вот так. Сейчас солнце тут. Как-то надо пристроиться, чтобы вам было удобно. Вот. Роза, хороший вопрос. Так что вот так. Да, и удалил свой вопрос. Жалко. Так. Еще же тут... Перхат Экылым пишет. Қақымрат, салам алейкум, Қақымрат. Бір yıldan geçti, hiç hile өткіш жоқ. Біздің халық қорқық болар, ялы қорқықлар білен нәдіп, yol ашық. Sağ olun. Yok Perhat. Өткіш кән oldu. Siz serede otursanız adamlar уже Berdimuhamedova tükürüp oturuyor. Ne ayrılığını bildirip oturuyor Türkmenistan'ın içinde. Hemmesi bilip oturuyorsunuz bu zaten. Ondan başka Türkiye'nin içinde de adamlar ütkak başladı. Köpsi. Bunlar yolu ne gidecek adam gider diyem Türkmenistan'a. Ben önkez gaytdım. Yol tap. Yön hazır yine şöyle yağdayı olup oturuyor. Şimdi çağalaram al gitseler, если детей будут забирать семьи, которых оставили на воспитание своим престарелым родителям, люди уехали на заработки, тогда это будет такой мощный, мне кажется, так бы толчок. Люди хоть как будут ездить, Туркменистан найдут дороги и поедут. Вот так.
Или Кахамрат, опять Реджеп Ахмедов пишет, Кахамрат Курбанович, может ли ДВТ инициировать санкции ОБСЕ и ЕС против Туркменистана? Если да, то когда? Очень хороший вопрос, Реджеп Ахмедов. Очень хороший вопрос. Я вам просто на примере Казахстана пример приведу. В Казахстане около 20 организаций, ну более 20. У них есть единая база. Они обмениваются, где нарушение прав человека. Кроме того, их активисты, которые живут в Европе, на протяжении 2-3 лет, не 2-3 лет, я скажу год, наверное, просто. Вот в частности, Бота Джаджамали, есть такая Козловская. Они методично встречались с депутатами Европарламента, с каждым, и объясняли ситуацию Казахстана. Понимаете? И это просто работа не одной организации, а 20 правозащитных организаций, а также там демократический выбор Казахстана, ДВК тоже участвовал, и другие движения участвовали. В этом вопросе все были едины. Они объединились. Но у нас же мы готовы, мы открыты к сотрудничеству ДВТ, но у нас многие правозащитники даже не то, что они просто как сели в комфортных условиях, как печатать, информация пришла, у некоторых таблоиды, то есть сплетни, печатают и все. Но они же живут. Кто живет в Голландии, кто в Австрии, кто там в разных странах, не буду говорить, выше 100 странах живут, которые входят в Европейский Союз. Они же не встречаются с людьми, с Европарламентом. Мало того, я вам просто скажу, вообще правозащитная кухня так сложена. Как бы солнышко убрать? Правозащитная кухня так сложена. Вы представляете, вот даже в этом у нас туркменистанцы дают сбой. Я терпеть не могу, когда между мной и с человеком, который я имею в виду дела, стоит посредник. А в Туркмении всю жизнь то через русских мы выходили на Запад, сейчас через турков выходим на Запад или что-нибудь такое пытается, да? Точно так же в правозащитной среде. Есть некоторые, которые напрямую выходят на те фонды, откуда им спонсируют. У них есть как бы сказать, свои подвижки. Но я не буду это рассказывать. Некоторые, которые учились там преобразовать, а некоторые через русских выходят. Они даже не знают, как там к этой кухне подойтись, к этому. И второе, очень важно, то, что они, кто платит, тот и танцует музыку. То есть им платят, и немалые деньги в год, начиная от $100 000, то и, наверное, они диктуют тему дня, повестку дня. Им, наверное, невыгодно, чтобы Туркменистан, в отношении Туркменистана ввели санкции. Поэтому они не чешутся. Мало того, я еще раз говорю в этой ситуации, тема Сулеймана, которая могла бы объединить туркменистанцев и всех, не только туркменистов, весь мир возмутить, они сделали так, понимаете, оттянули эту проблему от Сулеймана на его 40 дней событиями. Вы сами должны догадаться, какими событиями. Поэтому вы сами делаете выводы. ДВТ одна не сможет все это делать. ДВТ сможет какую-то определенную часть сделать. И то, если упорно будет стараться целый год. Но это означает, что мы от темы Туркменистана отходим, самой борьбы в Туркменистане, мы переходим в борьбу в европейском пространстве. Так вот, смотрите, где эффективнее будет. И там перспектива одинаковая. Так может быть, в Туркмении надо бороться, продолжать. Для нас. Это наша работа. А правозащитники должны свое дело делать. Это ихняя работа. Вот так, Реджеп Ахмедов. Роза Курамбай пишет, а то очень многие люди очень сильно распоясались и заслуживают расстрела. Ну, Роза, да, в этом есть определенная доля правды, но я все-таки считаю, что расстрел это очень ответственный шаг. Для каждого судьи, который выносящий расстрел, это потом они должны со своим, наверное, чувством, совести должны дальше жить. А лучше вообще не доводить до такой ситуации.
не ставить их перед выбором, давать расстрел или не давать, потому что убрать надо это все. Другие методы наказания есть. Я еще раз говорю, есть меры наказания, в которых люди уже потом через какое-то определенное время раскаиваются. Мы к этому должны. У нас не такое большое количество туркменистанцев в Туркмении. Так. Вот. Майя Юлдаша Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Дело Сулеймана, комиссия по эксгумации было или отменили? Дело в том, что я когда разговаривал с матерью, она сказала, на нее давили. Сказали, что это как бы вот он умер от лейкемии. И заставляли подписать документ, что у него рак был крови. Ну, лейкемия, вы же знаете, что такое, это когда белокровие, когда белые тельца съедает больше красные тельца. И там она тогда сказала мне, я готова подписать соглашение, даже подпись на эксгумацию, если придут международные эксперты-криминалисты. Вот такой был у нас разговор. После этого она не выходит на связь. Я сколько раз пытаюсь звонить, и что, никак не могу. И, кстати, пользуясь случаем, хочу всех туркменистанцев попросить, всех, кому вы имеете как граждане Туркменистана, написать генеральному прокурору Туркменистана, что происходит с делом Турсумбаева Сулеймана. Всех. Если мы это все напишем и копию снимем на фото и отправим в ДВТ, наш ДВТ-канал, мы это все скомпонуем и в европейском пространстве это все опубликуем, честно слово. Так. Я прошу прощения, просто если я сейчас стану и закрывать занавеску, то время уйдет. Солнце смотрит. Поэтому придется с этим дискомфортом чуть-чуть жить. Ну, как бы 10 минут, 8 минут уже осталось. Я очень прошу прощения за это. Так. Даудая пишет. ÖMK Худайберді Араз Центробанк арада нәм айтып білерсіңіз? Ешсад айтып білменсіз, мен оны қол танамен бағышла. Мен білен Швецияда яшендіні и все. Вот так. О, интересный вопрос. Аджи Хакикат, сколько людей ты посадил? И почему ты не смог девочек, которая к тебе обратилась за помощью? А потом ее труп был найден. Ребята, что значит посадил? Я расследовал дела. Аджи Хакикат. Да, я расследовал дела. У меня было 17 или 19 уголовных дел. По нему проходили группы людей не по некоторым делам. По некоторым делам проходили 1 или 2 человека. Но все вы прекрасно должны занимать. Я знаю, Аджи Хакикат, у вас юридическое образование, и вы какой-то период времени практиковались в прокуратуре Туркменистана. И вы знаете, что прокуратура Туркменистана расследует только особо тяжкие преступления, а именно сопряженные с убийством. Соответственно, я никогда не раскаялся в тех своих делах, как я ее довел до расследования и составлял обвинительное заключение. А судья уже принимал дело, сажать этих людей и не сажать. Насчет девочки, ребята, эту девочку сильные мира всего, тогда сильные мира, я говорю, сильные мира Туркменистана. Вы прекрасно знаете период правления Ниязова, об этом, кстати, говорил сам даже Худайберді Аразов, как они молоденьких девочек насиловали. А это действие происходило на территории Фирюзы. Фирюза тогда относилась к Ниязовскому этрапу. Я работал в Капитальском этрапе, поэтому я не мог ни при каких обстоятельствах дело завести и заявление принять. Я ее отправил, это дело, то есть заявление отправил в Ниязовский этрап. Вот так, Аджи Хакикат, если вам легче стало. Так, так, еще раз. ЖДХ yazdı. Biz özümüz xalq болып təzə Türkmenistan'a perezet qoysaq, öz vatanımızda fabrika, tekstil, aşıq
Gülyalı yaşap bilesiz, təzə hökuməti özümüz qursak. İnşallah siz de oradayız Kağımradan. Vah! Ağzına sağlık. Bak YK Tekstil'den bizim o yaşayan yerimiz yönü ben aytdım öňünde. Şöyle bir tebligat baylyk bilen, şöyle bir yaşayış yerimiz şu logistik üçün. Biz şöyle bir bay yurt bolup bilesiz. Goňşu yurtla bilen dostlaşıp şolar bilen hemmemiz ağzı bir bolup bir topur işleri işläp bolýar. Bir top pul kazanıp bolýar. Hemme döwletden bay yaşap biler şu regionda, Orta Aziýada. Так, за справедливость. Kağımrada bu haram tohumlar halkı her zat edip gördüler. Halka ayağa kalanıp ayağa kalar Худая терся за справедливость. Галар. Я свой вопрос даже не писал, это с чатом что-то, это Надир пишет. Извините, да, может быть такое. Так, спасибо вам. Так. Кто и как издевается над липавским языком, по-моему, липавский диалект близок к хорезмскому диалекту. Да никто не издевается. Вот смотрите, ну как вам сказать? Мы просто надо отдать себе отчет. Мы никто не можем за себя постоять там в Туркменистане. Если бы каждый стоял бы за себя, и каждый спрашивал бы, почему? Почему меня ущемляете мои права? Никто бы этого не позволял бы себе, поверьте. А если весь, извините, там люди не могут постоять, и, соответственно, те наглеют, другие наглеют. Поэтому. Так что вот такие дела. Да здравствует социализм, Коко пишет. Да, ну как вам сказать, социализм тоже это какая-то особая форма, которую надо еще под вопросом. Ахмрада, как мне кажется, глупо надеяться на мировые организации, как ОБСЕ, ООН и так далее. Что думаете по данному вопросу? Бердышка, думаете, всех подкупил? Или... Отличный вопрос. Вергус Севилиус Мамед. Ну, что такое ОБСЕ? ОБСЕ – это просто пространство для удовлетворения амбиций так называемых правозащитников. Она носит рекомендательный характер. Она ничего не имеет как бы какой-то властной силы. Просто правозащитники собираются раз в год, там выступают. Но я еще не слышал, вот смотрите, исчезнувшиеся в Туркмении, пропавшие без вести. Ничего не сделано. Вот, ну, другие правозащитники. Скажите, правозащитники за 29 лет что-то сделали такое экстраординарное в Туркмении? Журналистка умерла, Сапар Мурадова, Сабыр Мурадова. Другие умирают, там все делают. Ничего не могут сделать. Поэтому. А насчет ООН, вы же видите, 29 лет там представительство ООН существует. И вообще вопрос там-то стоит как? Эти органы существуют на взнос от Туркменистана. У них бюджет заложен, исходя из взносов стран, которые входят в эти организации. Если одна сторона не вложит свой взнос, то их бюджет летит тартарары. Соответственно, они не могут оплачивать своих сотрудников, они не оперативны, понимаете, они, чтобы, как бы сказать, они не flexible, ну, как бы. И, соответственно, Туркменистан играет на этом. Все зависит от народа. Если мы хотим изменить в Туркменистане что-то, народ должен подняться. Если народ поднимется, вот это ничего не сможет они сделать, ничего. Так, Сердар Мумы, салам Кağымрада, чыгышыңа сабырың, юрдымызды өрішік, қачан өрішік болар. Тиз ара болар деп умейдімізға, Сердаржан. Да, мне знакомый туркмен сказал, что говорят, что ему... Надира, вот я специально так упустил. Вот тут называется трайбализм. До этого в чате написали, что такое трайбализм у нас. Вопросы задавали. Вот я вам просто скажу, что трайбализм – это тира парашала. Понимаете, когда говорят вот tribe, от слова английского tribe, это значит род, от племя. Понимаете? И когда вот это пишут, это те говорят, это о том, что говорит, что в стране нету внутреннего политики. Внутренней идеологии нет в Туркменистане. Поэтому это все происходит. По уму надо вообще уходить.
Это трайбы, это рода, это атовизм, я считаю. Это мое личное мнение. Мы должны... О, уже час прошел, ребята. Давайте я быстро пойду по вопросам. Так. Вергус Севилиус Маме, ходят слухи, что Бердымухамед по кусочкам уже продают нашу страну по отдельным кусочкам на закрытых аукционах. Ну, то, что мы видели, мы сказали, как месторождение вот этот, по-азербайджански Азери Капас, Азери Капас и Гунешли, а по-нашему Осман Омар и Сердар. Осман Омар он продал, а Сердар переименовал Дослуг, и там половину тоже продал. Вот так. Это то, что видно, понимаете? А то, что еще не видно, мы же, я надеюсь, когда-нибудь придет время, мы это всему миру покажем, что это было такое. Так что вот такие дела. Вот так. Галина Хорезмский, Лебаск, Чавдус, Юмус почти один. Да у нас все тюркоязычные ребята, языки мы. Добрый вечер. Я вот слышал, что Николай Лебеденко пишет, что граница Туркменистана в опасности, что в любой момент террористы могут перейти ее. Скажите, как сейчас обстоят дела на границе, смогут ли туркменские войска отстоять? Ну, как вам сказать? В мире и гриб просто так не вырастает. Есть определенные причины. Если какие-то появляются недобросовестные, как бы недружественные такие объединенные воинские объединения, то значит какая-то страна была в этом заинтересована. Я 4 года тому назад был в Афганистане, я вам говорил, я проехал с Афганистана, вот этот Кушка, сейчас Эргадабад, и там Тургунди, афганская страна, с Тургунди до Спинбалтак, пакистанская граница, вдоль газопровода Топи. Я что-то не видел там такие недружественных таких объединений. Понимаете? Но если они появляются, значит, кому-то нужно. Я до этого я вам сказал, что он своим недальновидным, так сказать, поведением уже приобрел двух могущественных врагов. Поэтому все идет не его пользу. Вот. Это последний вопрос, кстати, я вам отвечаю. Вергус Севилис Мамед пишет. Мы можем отобрать эти проданные заводы, фабрики, земли у этих негодяев после того, как страна станет свободной. Смотря как они заключили договора, все зависит. Если у нас будут хорошие юристы, в суде отобьют, это отобьют. Понимаете? Если они заключили те договора, вот помните, был такая компания швейцарская, когда вот Советский Союз развалился, они сделали, Россия сделала этой швейцарской компании огромные долги. Ну, из-за ничего. В любом случае они судились, оттягивали этот вопрос, но в любом случае пришлось с ними рассчитаться. Спасибо всем за внимание. Было очень приятно. В следующее воскресенье в то же время у меня будет эфир. Всем вам здоровья и всех благ. Спасибо.